Если говорить о современной западной литературе, то, конечно, наверное, первое место будет принадлежать английской литературе. И здесь, безусловно, колоссальную роль играет, так называемая The Great Tradition, великая традиция английского романа. Великая традиция, начиная еще с XVIII века. Английская литература постоянно, на протяжении всех временных, что называется, рамок, все время занимает такое первое, можно сказать, даже в чем-то ведущее положение в европейской литературе. И современная английская литература также заслуживает особого внимания. В данном случае нас привлекает одно имя. Английский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, чья семья приехала в Англию, когда ему было 5 лет. И с тех пор он, по сути, не покидает Англию. Он закончил университет, он закончил литературные курсы, и пишет он уже без малого 30 лет, даже, может быть, чуть-чуть побольше. Его перу принадлежат выдающиеся романы, по сути. Как только появились первые его романы, о нем сразу заговорили. А когда появился роман «Остаток дня», то он получает Букеровскую премию в 1989 году. Букеровская премия – это очень серьезная премия. Причем надо отметить вот что премия была присуждена ему единогласно, то есть никаких споров среди людей, которые занимаются отбором, не было. Все считали, что он выше всех конкурентов. Издается он многомиллионными тиражами. И тогда, когда появился последний его роман «Погребенный великан», я его демонстрирую, он только едва написан был в 2015 году, на следующий год он тотчас же был переведен у нас в России. И мне хотелось бы обратить внимание на отзывы английских, американских писателей об этом романе. Более того, даже газеты. Вот «Нью-Йорк Таймс». Исигуро необычный, выдающийся гений. Мало о ком из современных авторов мы могли бы сказать, что это гений. Другая газета «Mail of Sunday» – лучший и самый оригинальный писатель своего поколения. Дэвид Митчелл: если бы мне предложили выбрать самый любимый роман Исигуро, я бы назвал «Погребенный великан», а книжка только появилась, и уже она стала самым любимым. А знаменитый автор фэнтези и так далее, Нил Гейман, пишет: как и другие важные книги, «Погребенный великан» долго не забывается. Вы будете к нему возвращаться снова и снова. Исигуро не боится обращаться к глобальным и в то же время личностным темам, используя мифы, истории и фантастические мотивы как инструменты. И не случайно он получает Нобелевскую премию, причем точно так же в Нобелевском комитете не нашлось ни одного человека, который мог бы возразить что-либо. Это в самом деле нынешний, можно сказать, современный такой писатель, гениальный писатель. Когда вы войдете в 3 наших ведущих громадных книжных магазина в Москве, на Тверской или на бывшей улице Калинина, а теперь она называется имени Калинина, теперь она называется Новый Арбат, то буквально сразу же, поднявшись на несколько ступенек, вы увидите большой стол, и на этом столе будут выставлены все его романы, переведенные у нас, изданные у нас. Начал он переводиться рано, то есть как только появился его роман «Остаток дня», его тотчас же перевел первоначально журнал «Иностранная литература» в 1992 году, а потом последовал другой перевод Скороденко, вот тот перевод, полный перевод, потому что журнальный вариант был немножко сокращен, тот перевод, которым мы пользуемся до сих пор.
В чем же достоинство этого писателя? Достоинство в том, что он поднимает общечеловеческие проблемы, причем не просто общечеловеческие проблемы, а глобальные проблемы бытия. Глобальные проблемы бытия, и каждый его роман отличается очень большой глубиной. Вот как будто бы роман «Остаток дня» был экранизирован, и очень хорошая экранизация. Она, так сказать, пользуется колоссальным успехом, она выложена в интернете. Казалось бы, внешне в этом романе мы видим такую личную судьбу Дворецкого. Ну, Дворецкий, вы понимаете, это человек, который, как правило, работает, естественно, во дворце, в замке, а таких дворцов и поместий в Англии достаточно много, и который отвечает, в общем-то, так сказать, за всю жизнь, материальную жизнь данного поместья. И как будто бы его неудачная, скажем, личная жизнь, а на этом строится роман, который он в финале, ему-то кажется, что он прожил очень удачную жизнь, и только в финале он рыдает, рассказывая случайному собеседнику о своей жизни, которая ему казалась ранее безупречной, а теперь он видит, что она была совершенно бессмысленной. Итак, личная жизнь. Но с другой стороны, в этом романе есть очень серьезный политический фон. Политический фон, поскольку Исигура, как немногих писателей, волнуют судьбы мира, судьбы поколения, потому что он, собственно, родился уже после Второй мировой войны, а судьба его родного города Нагасаки известна всем. И, возможно, это оказало влияние или отпечаток на то, что политические события времени, эпохи, английской действительности, вообще европейской действительности его постоянно волнуют. И в данном случае в романе «Остаток дня» проведена очень такая серьезная линия об ответственности каждого человека за мир во всем мире, на нашей планете, за судьбы каждого человека и об ответственности каждого человека за все происходящее вокруг. То есть не надо, он как бы призывает этим романом, не надо перекладывать все на плечи исторических деятелей, политических деятелей, потому что политические деятели или исторические могут завести нас в пропасть. И вот в романе «Погребенный великан», в котором мы видим обращение к средневековой тематике. Но обращение к средневековой тематике, перед нами история Англии V-VI веков, она тоже соотносится с нашей современностью. Вот этот исторический момент сосуществования англосаксов и бриттов, очень трагического в финале, мы это знаем из истории, он послужил как бы тоже толчком для Исигура, для того, чтобы обратить внимание читателя на исторические события, на историю, которая раскрывается, развивается перед нашими глазами. Причем, как он сам пишет, когда он задумал создать, показать историю взаимоотношений бриттов и англосаксов V века, то он был чрезвычайно удивлен, обнаружив, что это вообще белое пятно в английской историографии. А почему это белое пятно в английской историографии? Она объясняет знаменитый историк, ленинградский историк Игорь Михайлович Дьяконов. Если вы еще не успели прочитать и не сумели прочитать его книгу «Пути истории», я вам очень советую. В этой книге «Пути истории» дан такой, знаете, удивительный компендиум вообще истории всего нашего, что называется, земного шара, тогда, когда появились в нем люди. Очень коротко, буквально в такой афористической манере, он говорит обо всех событиях на нашей Земле. И в частности,
Когда он обращается к Англии, то он подчеркивает, что нашествие англосаксов на бриттов отличалось исключительной жестокостью. Исключительной жестокостью, когда англосаксы пытались вообще уничтожить кельтов. И спаслись только те, кто бежали в Уэльс и кто бежали на северо-запад Франции. Все остальное англосаксы уничтожали, что называется, огнем и мечом. И об этом английские историки стараются не говорить, потому что, это, знаете, очень такая кровоточащая рана в прошлом, поэтому лучше как бы обойти это. Или говорят, или сейчас есть такая формула политкорректность, да? Ради политкорректности мы снимаем или смягчаем исторические события. А в этом романе «Погребенный великан» он обращается к категории памяти, потому что категория памяти любого человека, она связана, безусловно, с историей, и если память будет утрачена, то утрачена будет и история. Очень любопытно, он применяет здесь мифологию. Он применяет мифологию и древних германцев, и бриттов, потому что перед нами здесь драконы, перед нами здесь чудовища. То есть, то, что в V веке, так сказать, это было свойственно, характерно любым народам. Но здесь есть один аспект. Уже началась христианизация. Началась христианизация кельтов. Англосаксы в повествовании нашего автора еще не были христианизированы. И поэтому здесь возникает такой конфликт христиан и язычников. О чем этот роман? Роман имеет такую, как будто бы, несложную композицию. Мы видим жилища кельтов, причем он ни в чем не отходит от истории, показывает это жилище так, как мы знаем из исторических трудов. Итак, два человека, муж и жена. Мужа зовут Аксель, жену Беатрис. Они вдруг вспомнили, что у них вообще-то есть сын, но они не помнят, не общаются давно уже с ним. Что произошло? Потому что дракониха Кверик, тут вот мифологическая такая стихия, она направляет, что называется, все время такую хмарь. В романе это переводится как хмарь, можно называть мрак. Мрак на людей, живущих в этом небольшом селении. И те постоянно забывают. Они не помнят даже, что произошло в прошлом году, что произошло вчера. То есть они как бы живут вне состояния памяти. Но память вспыхивает небольшими такими флешбэками и исчезает. Но им показалось уже некомфортно, они не молоды, а рядом со своим сыном, которого почему-то никто не помнит из их племени, но им-то кажется, что он молод, здоров, и он находится где-то в соседнем селении, и надо к нему направиться, и он, во всяком случае, как бы накроет их своими крылами добра, милосердия, и им будет очень комфортно жить вместе с ним. Итак, вот эта категория памяти, которая отбирает дракониха, здесь мифологический мотив мы видим, начинает соединяться с очень глубокими философскими проблемами человеческого бытия, человеческого существования, дружбы, любви, взаимопонимания или отсутствия понимания. И, конечно, все это пронизано будет таким удивительным историческим фоном. Мы видим, что воин по имени Вистон из англосаксов, который оказывается здесь и в чем-то стремится разделить судьбу этих двух немолодых людей, то есть помочь им в их стремлении обрести своего сына. Мы видим, что он является носителем прошлых языческих умонастроений око за око и зуб за зуб. Он далек от понятия милосердия, всепрощения, а напротив появляется здесь известный персонаж,
хрестоматийный персонаж, персонаж куртуазной литературы, куртуазного романа, такой сэр Гавейн, который как раз является носителем идей гуманизма, всепрощения, милосердия и так далее. То есть мы видим, что данный роман чрезвычайно многоплановен. Сам Исигура сказал, не надо представлять его как только политический роман. Он имеет много самых разнообразных коннотаций. И мы это видим. Мы видим, что здесь, конечно же, и элементы, или мотивы и фольклора, мотивы и куртуазной литературы, мотивы и истории, древней истории. То есть здесь все соединено в таком едином пласте высокой художественности, высокого мастерства. И я считаю, что Исигура не случайно, конечно, получил Нобелевскую премию, ведь там много хороших авторов. Прекрасный его современник Ян Макьюэн, Дэвид Лодж, целый ряд других авторов. Но, понимаете, каждый из тех, кого я назвала, они как-то, каждое их произведение, оно обращается к одной теме, но к теме, можно сказать, лишенной глобального характера. А Исигура как раз поднимает те проблемы, которые, я еще раз подчеркиваю, волнуют все человечество. И не случайно эти многомиллионные тиражи, и не случайно, когда приезжает в Англию какая-либо японская делегация, серьезная делегация, в обязательном порядке среди английских политических деятелей находится Исигура. Его специально приглашают, потому что Исигура в настоящий момент является, во-первых, гордостью английской литературы. Мы не случайно говорим о том, что в Англии сейчас очень много интересных авторов, приехавших из Индии, из Пакистана, то есть из бывших колоний. Япония никогда не была, естественным образом, колонией Англии. Но мы видим вот это колоссальное уважение к писателю, которого приняла Англия, которому дала прекрасное образование. Он вырос на европейской литературе, на традициях английской литературы и на традициях русской литературы, потому что любимыми его авторами русской литературы являются Толстой, по его словам, Тургенев и, конечно же, Чехов. Он продолжает писать, он в полной, как мы видим, творческой форме, и мы надеемся, что он будет и, безусловно, продолжать нас радовать другими художественными произведениями, которые не просто нас отвлекают, они, напротив, они возвышают нашу душу, они возвышают наш интеллект, они возвышают наш разум, они помогают нам жить. Ну и последнее, я бы хотела показать статью. Если кто-то заинтересуется, то Вестник Пермского университета в прошлом году опубликовал статью «Художественный мир Средневековья» в романе Исигура «Погребенный великан», где вы, всякий читатель, слушатель сегодняшней моей лекции, уже сможет в деталях познакомиться с анализом данного художественного произведения.